Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Ольга Степанова и Максим Владимиров. Движение Обилимпикс является частью комплексной реабилитации людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, способствующей развитию социокультурной инклюзии в обществе, расширению перечня новых профессий для людей с инвалидностью, ОВЗ, обеспечению эффективной профессиональной ориентации и мотивации получения образования и, конечно же, содействует занятости, да? Да, конечно. Ага. Республика Саха-Якутия присоединилась к движению в 2016 году и ежегодно проводит региональные чемпионаты. На базе Института развития профессионального образования создан региональный центр развития движения Обилимпикс. В Якутии проводятся мероприятия по развитию движения, чемпионатная деятельность, развитие системы поощрения, межчемпионатная деятельность, развитие молодежного направления, содействие трудоустройству и многое другое. И вот буквально с пылу с жару. Несколько часов назад завершился чемпионат, и у меня в гостях Евдокия Николаева, эксперт по компетенции флористика, Юлиана Самсонова, участник по компетенции флористика, Сардана Павлова, эксперт по компетенции художник по гриму, и они еще и представители Республиканского техникума-интерната профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов имени Донской. Здравствуйте. 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 В первую очередь поздравлю с завершением, конечно же, да, и Спасибо. у меня первый вопрос Евдокии Михайловне. Как прошел вообще в целом чемпионат в вашем учебном заведении? Так, чемпионат продолжается, он у нас закроется 25 марта. А так очень энергично, динамично все началось. Сегодня мы как раз закончили 2 площадки, отработали, художник по гриму и флористика. А так с техникума у нас участвовали 39 участников было. Из них плюс 6 главных экспертов, больше 10 экспертов, и открыли 7 площадок. Из них некоторые площадки совершенно новые. По лозоплетению есть площадка, вот художник по гриму площадка тоже совершенно новая. И обработка текста. Вот такие площадки добавились. Флористика уже 2-й год выступает. Так, дальше. Еще 2 площадки по фестивалю возможностей. Это площадка «Озеленитель», категория «Школьники», и площадка изделия из гипса, категория «Студенты». Вот хотела уточнить, что такое лозоплетение? Из лозы, из ивовой лозы делают такие изделия плетеные. А это называется... корзинки, вот эти вот красивые. Да. А вы идете, материалы ищете? Ну, у нас везде ива, тальник, везде растет возле Якутска. Да. Вот они как раз подходят для лозоплетения. Ну, вот лозоплетение, художник по гриму, они вот как новые. И насколько они интересны были участникам? Сколько было вот в этих 2 направлениях участников? Ну, художник по гриму было 5 участников из группы парикмахер, и модели были тоже 5. Вы учили их? Как? Там какие-то, наверное, героев, да, чтобы они грим сделали? Нет, конкурсное задание надо было сделать злую мачеху-колдунью Александра Сергеевича Пушкина, да? Задание 4 модуля. Первое — это они должны нарисовать эскиз будущего образа, да. А 2-й модуль у нас нанесение вот этого грима, полный образ они должны сделать. Там использование пастижерных работ, да, каниколона, все инструменты парикмахерские, которые вот именно создание плетения, прически, да. И 3-й модуль — это фотографирование. Уже этого полного образа. Образа, да. Там специально уже сделали фон, как бы этот... Фотозона, да? Фотозона, да. И каждая модель там должна стоять как в образе, как
злая мачеха, колдунья. Получилось у ребят? Очень хорошо получилось. И 4-й модуль — это они должны в соцсети выложить свои работы в Телеграм, ВКонтакте и отправить эту ссылку. Голосуют? Нет, просто. Сами жюри смотрят? Да. Хорошо. Это экспертов было 3 оценивающих, технический эксперт и главный эксперт. Конкурс прошел очень хорошо, мне кажется. Ребята справились, да, и модели были вообще суперские. Они прям в образе, да, вот и держат яблоко, тросточку, это еще морщины такие. Очень хорошо получилось. Да, красивое направление. Да, очень интересно, очень творческое. Почему художник по гриму? Ну, у меня группа парикмахер, да, как бы профессия. И большинство студентов очень хорошо рисуют. Вот, исходя из этого, выбрала вот художник по гриму. Ну, я так думаю, что эта компетенция какая останется в Обилимпиксе, да? Да. Лазоплетение. Ага, у нас флористика еще более красивая, да. Лазоплетение, но прошло тоже, там тарелочки делали красивые. А по флористике 2 модуля было. По 1-му модулю ребята делали букет по спиральной технике. То есть букет должен стоять на своих стеблях и сделан по спиральной технике. Но это очень красиво. Разнообразие цветов, очень большое количество дается конкурсанту. Он сам идейно сам вдохновляется, смотрит, как поставить, по цветовой гамме подбирает, все сам конкурсант делает. Главное, чтобы нарушений по технической работе не было, да, и потом смотрят фантазию и цветовую гамму букета оценивают. Вот, это в течение 2 часов продолжается. Потом идет 2-й блок. Там уже за 1,5 часа они должны упаковать подарок, да, коробочку, крафтовой бумагой, и потом оформить ее флористическими материалами, которые есть в наличии. Это листья, цветочки, веточки. И красиво подать. И после того, как закончили работу, стоят выставочные кубы, они туда выносят, ставят и говорят, что закончили. Ну вот у нас в студии Юлиана, одна из участниц данного красивого вот конкурса. Вот расскажи, пожалуйста, про свое участие, какие цветы вы вообще, как прошло все вот это вот мероприятие для тебя? Ну, чемпионат дал мне возможность показать свои возможности и навык к своей будущей профессиональной деятельности. Конечно, это волнительно, и это немного как бы давало очень много тренировок, и все волновались. Но в целом все прошло хорошо, потому что я получала также поддержку, и все прошло очень замечательно, атмосферно, и все успели вовремя, в свое время, и букеты, и оформление подарков получились очень красивые. Ну, Юлиана, до буквально начала передачи ты рассказала, что ты учишься на флориста. Да. И вот почему ты эту профессию выбрала для себя? Ну, я долго думала над своей профессией. Долго? Да, и это очень важная часть, как я думаю, потому что ты связываешь эту профессию на долгую часть своей жизни, как я думаю. И я в целом любила помогать матери с огородом и с цветами, которые мы любили сажать. И поэтому я подумала, мне хотелось бы показать себя с этой стороны и развить свою творческую сторону. Ну, я так думаю, сразу спросим у вас, как получилось выступить, Юлиане?
Все вообще выступили отлично. Конечно. Выдержка у девочек отличная, да, потому что такое время выдержать, да, это показывает стрессоустойчивость участника, да. И все выдержали отлично. Юля отлично выступила, показали хороший результат. А на своих вот уже конкурентов на тот момент, вот ты смотрела и думала, эх, у того-то так получается, вот смотрела, да? Да, такое было. Но все очень хорошо себя проявили в такой части, и никто не волновался, и в конце концов все поделились своими ощущениями, как все прошло, и всем понравилось, потому что эта остринка добавляет остроту эмоций и дает большущий опыт. И в дальнейшем, если мы будем участвовать и дальше, то это дает нам как бы не волноваться и в следующем таком же соревновании. Вот. А сама-то с какого района? Я с Нюрбинского Улуса, село Антоновка. Учишься уже какой курс получается? Первый курс. Первый курс. И это получается тогда у тебя первое участие в таком конкурсе. Да, поэтому чем было дальше, очень тем... волнительно. Конечно. В следующем году будет еще легче, да? Потому что есть опыт. Я так понимаю, что с каждым годом определенно какие-то условия вот этого вот участия, допустим, у вас, да, меняется вот флористика. Задания меняются, да. В следующем году, может быть, там венок из цветков, может быть, мы не знаем, потому что задания дают другие главные эксперты Обилимпикса. Да. Это с Москвы, национально. В целом, конечно, это все делается для детей. Конечно. Для детей, и вот их участие, вообще весь этот адреналин, да, и знакомства новые, все это, мне кажется, очень атмосферно и очень... Да, это и профессиональный рост, да, это и психологическая вот эта настройка всех, показать свои навыки, да, умения, уже реализуют свои знания на деле. Потом связи, они знакомятся с другими ребятами. Вот. Очень много положительных качеств приобретают после этого участники. Вот, Юлиана, учишься на флориста, а еще осталось учиться года 2? Да. Ты получаешь уже профессию, Какие-то планы, может, ты хочешь домой вернуться, или пока ничего, никаких планов? Ну, я собираюсь, конечно же, дальше учиться. Я хочу поступить на логопеда. И как бы как же и этим, пользоваться буду этими навыками, потому что я могу заняться этим как своим хобби. Да, потому что для девушек цветы Да. это вообще просто красота. Конечно. Цветы никогда не помешают, и тем более еще ты будешь знать, как красиво букет это, да, допустим, для нас это, вот вы как сказали, спиралеобразные, но для меня просто букет и букет, оказывается, еще и Красивые есть. букеты. Да, спиралеобразные. Вот эти вот этому всему вы учите своих детей. Вот все то, что они представили на этих компетенциях, вы же учите их тоже. Да. И результаты радуют, я так понимаю, по вашим эмоциям. Конечно, и потом видишь свою работу в своих детях. Да, в своих детях. Это очень хорошо. Как они выполнили, правильно выполнили или нет, да, вот справились, по времени успели, какие инструменты взяли, это все. Делаем самоанализ. Для себя тоже, да? И дети конкурсные, да, именно вот когда их тренируешь, видишь, наверное, не очень будет, да, но как бы не успеет. А наоборот, когда уже на чемпионате, они раскрываются. Сразу как-то собирают себя, вот начинают работать. Очень, да. По-разному проявляются, да, Вот ребята. когда тренируем, да, там не видно, что кто-то из них будет первый, там второй, третий. Вот, а когда чемпионат, они сразу себя как-то вот так собирают, да, четко, как учили, так четко идут они. Заранее
предугадать, кто Вообще будет невозможно. в лидерах, не знаешь, Да. потому что этот хорош в этом, второй в втором, третий в каком-то в другом, да, и в конце получается вообще совсем наоборот. Да, совсем М. другой результат получается. Ну, все как в спорте тоже, да? Ага, да. И потом вот эта вот все равно атмосфера, вот эти вот встречи, Эксперты, эксперты, ну, они да. же тоже, да. А Билимпикс, получается, такой тотализатор, пункт, где они собираются и начинают работать. Да. Уже без ваших подсказок практически? Или вы Конечно, подскажете? нет. Мы не подходим, Мгм. они сами самостоятельно все делают. И даже вот главные эксперты не оценивают. Оценивают другие люди, которые вот Со стороны, со стороны. и которые вот прошли обучение на эксперта, регионального эксперта Билимпикс. Они Мгм. только оценивают. Мгм. Тогда, получается, вообще незнакомые люди извне. Ну, бывает, да, Мгм. незнакомые люди. А ребята в этот момент как себя начинают вести? Ну, или они уже Собран на понимают, что серьёз, да. да? Мгм. Для этого мы готовим их. Да, психологически готовим, да, психолог с ними работает перед Да. групповые психологические А, у вас ещё- разгрузки, да, конечно. Ага. Ага, все в комплексе. Мгм. Мгм. Тогда это комплексный подход к участию в Обилимпиксе, Да. региональный Да. чемпионат. Мгм. Ага. А после что будет? Когда мы узнаем результаты? 28-го, по-моему, да? 25-го уже 25-го. итог. Мгм. Большой праздник будет в ДК Да. Гагарина. Там прямо очень феерично, концерты, награждения, цветы. Все там Это все Да, торжественно. торжественно. Да. Да. И Традиционно. там объявляют победителей. Победители, ага. Да. По всем направлениям. По Да, всем. по всем. А ты как думаешь, как ты выступила? Ну, нормально. Сойдет. Ну, а ты смотрела вот то, что подготовили твои соперники, да, скажем? Да, я думаю, что они очень хорошо себя показали, потому что у них все было оригинальное и у никого не повторялось. Мгм. А что больше всего ты запомнила, что ты никогда не забудешь в своей жизни? Ну, у меня брали интервью, когда я делала букет, и спрашивали, что за букет, какие техники будешь использовать. Я, конечно, не растерялась, но волновалась все-таки, но это запомнится надолго. Ну, это было первое интервью твое, да? Нет, Уже до этого до этого были, но мне кажется, это более что-то масштабное. Молодец. А какие цветы ты выбрала для первого букета? Розы? Ну вот. А вот цветы это Розы и астромерии, да? Да. были? Ага. чтобы уже полноценный букет получился, да? Ну, Ну, там вот я очень не- много видов цветов. И они сами ходят и выбирают, да, дети? У каждого свой комплект. Прямо такие ведрами стоят. Много-много зелени, много роз разных видов, разных расцветок. Ой, хорошую ты профессию выбрала просто. Приходите. И мне кажется, что такая профессия развивает вкус и чувство стиля. Да. что ли. Согласна, да. Ну, свой стиль, наверное, потом уже как-то со временем. Да, это даже может помочь к дизайну дома и, ну, в общем, развивает вкус, я думаю. Вот как флористы, оказывается, думают, да, Да. а мы-то думаем, цветы, спасибо. Собрали Да, все, собрали. да? Это дизайн, искусство, направление искусства. Вот так вот, оказывается, все у вас там серьезно, да? И, конечно же, как горячие пирожки, у вас сейчас все эти вот конкурсы закончили, честно, устали. Очень. Так. Сколько дней это все проводилось? Месяц готовились, и самое напряженное у нас неделя, да? Ага. Вот так. Ну вот, чтобы рассказать нашим телезрителям, радиослушателям, что это не просто конкурс, да, пришли, собрались и провели. Это идет, я так понимаю, на то же лазоплетение вы идете, он олталахтары, да, я так понимаю, собираете. Собираем. Ага, цветы вам Подготовительный ведрами этап, предоставляют. да. Очень сложный подготовительный этап, потому что это работа. Сначала задание отправляют. Это ожидание, да, вот Да. когда конкурсное задание они должны отправить с Москвы на сайте национального этого. Мгм. Мгм.
Но иногда ожидание слаще, да? Хорошо. Ага. У нас все буквально время заканчивается. Хочу вам пожелать, конечно же, хороших результатов. Я за вами послежу и посмотрю, кто у вас там победителем. Юлиана, молодец. До новых встреч. До свидания. До свидания. Мы продолжаем разговор о региональном этапе Всероссийского чемпионата Обилимпикс. И у нас в гостях Александра Колодезникова, методист по инклюзивному образованию Якутского колледжа связи и информационных технологий имени Дудкина, Наталья Горохова, организатор фестиваля возможностей рисования картин пуговицами, и Ольга Суханова, эксперт фестиваля представителей Жатайского техникума. Здравствуйте. Здравствуйте. Тему чемпионата мы продолжаем. И у меня вопрос первый к Александре Арсеньевне. Ваше учебное заведение является базовым по инклюзивному образованию. Расскажите, что это значит и вообще, что это дает в особенности студентам вашим? Так, Якутский колледж связи и информационных технологий с 2017 года по приказу Министерства образования стал базовой профессиональной организацией, поддерживающей инклюзивное образование в республике. Таких БПО у нас в республике в сфере среднего профессионального образования 3. Это мы, наши коллеги Жатайский техникум и Южно-Якутский технологический колледж. Так, и мы получили этот статус, и к нам по данному приказу прикреплены по 13-15 профессиональных образовательных организаций, которым мы оказываем помощь, консультируем, проводим семинары, круглые столы, и участвуем в чемпионатах ежегодно. Так, а вот в вашем учебном заведении сколько компетенций прошло? Вначале я это БПО расскажу. Так, это то, что нам этот статус дали, да, это, конечно, дает нашему учебному заведению в первую очередь ответственность. Ответственность перед родителями, перед студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. И студенты, если в первые годы моей работы, начиная, скажем, с 2019 года, да, как методиста, к нам поступало где-то в год 3-4 абитуриента, то в 2023 году у нас поступило 12, да, а в 2024, то есть этим летом, да, к нам поступило из образовательных школ, со специальных коррекционных школ 17 абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ. Ежегодно количество поступающих лиц с инвалидностью увеличивается. Это не только у нас, это почти во всех учебных заведениях, профессиональных учебных заведениях среднего профессионального образования. Количество увеличивается, и, конечно, когда при поступлении их надо еще выявлять. Потому что не все, они имеют право, извещать, что у них есть такой статус, инвалидности, да, и могут и скрывать. Так, и еще конечно, то, что количество увеличивается, говорит о том, что лица, ребята с инвалидностью, их больше всего привлекает IT-профессии. Так, и в связи с этим тоже мы в чемпионатном движении 2016 года. В 2016 году мы открыли компетенцию сетевое и системное администрирование. В 2023 вторую компетенцию мы открыли мастер обработки цифровой информации. И в этом году мы открыли, две новые компетенции. Это разработчик мобильных приложений
и беспилотные летательные аппараты. Да, у вас же была обучение. Так, количество участников тоже и призеров у нас тоже ежегодно увеличивается. Значит, в прошлом году, в сравнении, если в прошлом году из 28 студентов с инвалидностью у нас участвовало 7 студентов, и из них 7 призеры. Ну, молодцы, да. Прям все выступили, все. Да. А в этом году у нас из 35 студентов участвуют в 7 компетенциях, 18 студентов. Значит, 3 компетенции это на базе нашего Якутского колледжа связи, и 4 компетенции это на базе колледжа инфраструктурных технологий СВФУ. Ага. И надо сказать, что ребята тоже последние годы идут с охотой, да, участвуют в чемпионате. И особенно вот в этом году мы ощутили, что когда мы стали, значит, с ребятами их зазывать на участие, да, в чемпионате, то нам очень помогла экскурсия IT-компанию. В этом году нас пригласили компания Драйви, ЕКТРУ и Синец Парк, да, так, провели экскурсию, и ребята вот уже воочию увидели, что означает, да, IT-профессия, насколько она престижна, да, нужна для общества. И когда мы вот показали, им показали вот эти компании, ребята уже теперь уже знают, что если они будут профессионально, значит, будут повышать свой профессиональный уровень, участвуя в разных компетенциях, то тогда уже у них будет возможность поступить на работу. Да? И, конечно, мы желаем, чтобы на них обратили наши работодатели, да, повернулись к ним лицом, приходили к нам на ярмарки вакансий, приглашали их на работу, потому что они у нас обучаются на равных, да, и, конечно, когда выйдут непосредственно на работу, тоже будут работать на равных. Ну, я знаю, что у Дудкина очень много партнеров-работодателей. И они так активно приходят к вам на выпускные, заметила на вручение дипломов, поздравляют выпускников. Я думаю, что ваши ребята без работы не останутся, тем более уже с таким опытом, с участием в чемпионате. Так, и вот когда наступает вот время чемпионата Обилимпикс, это для нас праздник. Так, и вот мы сами на практике видим, да, как меняются эти наши ребята, которые участвуют в этом чемпионате. У них появляется уверенность в себе, да, так, и стимул в учебе, стимул повышения своих профессиональных навыков. И поэтому это очень хорошее движение, которое надо поддерживать, да. И, конечно, мы очень благодарим тоже коллектив культурного центра имени Гагарина, когда мы идем в этот храм культуры, да, там совершенно другая атмосфера, очень дружелюбная, и ребята бывают очень рады посещать этот храм. И вот мы ждем 25 марта, чтобы быть на этом мероприятии. На закрытии, на торжественной церемонии закрытия 10-го юбилейного регионального чемпионата Обилимпикс. К Наталье у меня вопрос. Что такое вот фестиваль возможностей? Мне вот хочется узнать.
Целью фестиваля возможностей является вовлечение большего количества людей, людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. И в мероприятии соревновательной программы чемпионата они продемонстрируют профессиональные навыки во время выполнения конкурсного задания фестиваля возможностей. Задачами фестиваля возможностей это вовлечение лиц с тяжелыми и множественными нарушениями развития, включая интеллектуальные нарушения, инвалидов первой и второй группы. Также воспитание толерантности через социокультурное взаимодействие. Демонстрация участниками фестиваля навыков по выполнению отдельных трудовых функций. Участниками фестиваля могут быть граждане Российской Федерации от 14 лет с заключением медико-социальной экспертизы, психолога медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Фестиваль возможностей это входит в программу регионального чемпионата Обилимпикс и проходит так же, как соревновательный, конкурсными заданиями. Ребята выполняют от начала до конца ход выполнения работ. У них отличие в том, что у них написана технологическая карта поэтапная с эскизом, с фотографиями. И у нас, например, первый раз прошло фестиваль возможностей 19 марта, и у нас участвовали в категории студенты и школьники по 5 конкурсантов каждой категории и из разных учебных образовательных учреждений пришли. В Жатайском техникуме есть тоже, также наши коллеги сказали, тоже инклюзивное образование, которое занимается у них направление доступная среда, материально-техническая база, оснащение техникой, кадровое обеспечение с лицами инвалидностью и ОВЗ, также развитие Обилимпикса. У нас сегодня идет 3-й день поварское дело. Туда участвуют студенты и школьники. Завтра у нас будет проходить блинопек. И еще сегодня торжественно открыли компетенцию медицинский массаж для студентов и специалистов. У нас стараемся, каждый год увеличивать компетенции. Еще. Все хорошо. У меня сейчас к Ольге Владимировне вопрос. Вы являетесь экспертом фестиваля возможностей. Как эксперт вообще очень сложно, или как-то вы уже опыт имеете оценивать работу участников? Я сама руководитель творческой мастерской, и это тоже для меня новое было. Но сразу хочу сказать, что у нас в 5 студентов вошел, конкурсант, который совершенно не видит. То есть передо мной стояла такая задача создать ему такой, материал, чтобы он смог тактильно эту картинку ощущать. И я сидела дома, думала, ну что можно. И потом на фоне этого мы как-то делали из клеевого пистолета снежинки. Я взяла рисунок этот, который конкурсный, и залила его просто клеевым пистолетом, то есть стержнем, клеем. И сама попробовала нанести на него пластилин, пуговки. И по тактильности, принесла ему, это наш студент Данилов Валерий. Я говорю, давай попробуем. Он сел, попробовал и говорит, все, я все
понял, мы пальчиками все это прошли, все контуры, вот эту картину у студентов была алые паруса, а у школьников было осеннее дерево. Значит, принцип стоял такой, что сначала мы должны на картинку нанести пластилин, соответствующие картинки, а затем мы должны, у ребят были пуговки разные, то есть по цвету, да, и ребята должны этими пуговками заполнить вот сам формат рисунка. То есть это было в конкурсном задании. Но я вам скажу, ребята молодцы, конечно. У каждого свое видение рисунка, да. Каждая картина у ребят была индивидуальна. Вот смотришь, вроде бы все то же самое, но у них есть свой почерк, своя индивидуальность в картине. Ну, в результате вот оценивания, да, у нас первое место среди школьников заняла, значит, школьница с первой школы городского округа Жатай. Это у нас Казакова Стефания. Да, Казакова Стефания. Второе место у нас, значит, здесь взяла Агафонова Евгения. Это тоже первая школа городского округа Жатай. И третье место взяла Ким Алена. Я у нее была, конечно, экспертом. Вот, интересно работали. Она у нас со специальной коррекционной школы. Да, то есть ребята тоже малые, ну, такие особенные, да, слабовидящие, да, и то молодцы они, молодцы. Со студентов у нас первое место занял, конечно, Валера Данилов. Вот, да, который человек, он все это прочувствовал пальчиками. Да, второе место занял наша студентка тоже, Слепцова Анна. И третье место у нас занял, значит, Смоленинов Алексей, это медицинский колледж. Вот теперь я поняла, да, вот что такое рисование пуговицами. Это опять же нужно будет для них. Заготовку, да, мы выдаем как бы эскиз, да, и туда они сначала пластилином, но пластилины разные, они сами, да, вот как они видят, ну, чувствуют, вот это все, они сами все укладывают, все. Ну, в конкурсном задании, конечно, есть свои конкурсные оценки, то есть приветствовалось творчество, дополнительные какие-то, да. Ну, ребята молодцы, все. Было на конкурсное задание дано 2 часа всего. По 100-бальной системе мы оценивали их. Ну, Валера вас не подвел. Не подвел. Валеру, да, заметьте, да, оценивала вот эксперт-наставник медицинского колледжа. И вот она высоко оценила. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам, рассказали про такие вот замечательные моменты. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого наилучшего, и мы уходим. Спасибо.